В 2014 году в столице Казахстана был подписан договор о создании Евразийского экономического союза. То есть в этом году ЕАЭС отмечает 5-летний юбилей. Кроме того, 25 лет исполняется самой идеей о евразийской интеграции, которую впервые озвучил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Этим двум юбилейным датам посвящен нынешний саммит ЕАЭС. Для участия в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Нур-Султан прибыли президенты Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, России Владимир Путин, Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян. Гостей встречал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. После совместного фотографирования участники прошли в зал для встречи в узком формате. Елбасы Нурсултан Назарбаев, почетный гость саммита. Первый президент Казахстана не просто озвучил идею евразийской интеграции, но и приложил все усилия, чтобы претворить ее в жизнь. Учитывая вклад и заслуги Назарбаева, лидеры стран ЕАЭС решили присвоить ему звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета. Учитывая его исторический вклад в становление Евразийского экономического союза, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин предложил присвоить Нурсултану Абишевичу звание почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета. От имени Республики Казахстан хотел бы выразить искреннюю признательность лично президенту Российской Федерации за данную инициативу и всем нашим партнерам за ее единодушную поддержку. В прошлом году в Союзе председательствовала Российская Федерация. Для организации это был весьма плодотворный и результативный период, сказал Касым-Жомарт Токаев. Вступил в силу таможенный кодекс, подписаны международные договоры с Китаем и Ираном. Республике Молдова предоставлен статус государства-наблюдателя. В этом году в органах ЕАЭС председательствует Армения. ЕАЭС планомерно развивается, открывая все новые возможности для бизнеса и экономик стран Союза. Расширяется круг международных партнеров ЕАЭС, сказал Никол Пашинян. Сейчас уже войдет в силу договор о свободной торговле с Ираном. Уже подписаны договоры об обмене информацией с Китайской Народной Республикой, с Вьетнамом. Сейчас идут интенсивные переговоры с Сингапуром, с Египтом, с Сербией. И я надеюсь, что эти переговорные процессы приведут к конкретным результатам, открывая новые возможности для наших экономик, для бизнесов наших стран. Затем заседание продолжилось в расширенном формате в качестве главы государства-наблюдателя при ЕАЭС. В саммите принял участие президент Молдовы Игорь Додон. Как почетные гости президент Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев. Одним из первых слово дали почетному председателю Высшего Евразийского экономического совета Нурсултану Назарбаеву, который внес свои предложения по дальнейшему расширению и укреплению Союза. Нам нужно наладить полноценное экономическое сотрудничество между Евразийским экономическим союзом, Европейским союзом, Шанхайской организацией сотрудничества, а возможно и в АСЕАН. Это непростые задачи, но если мы поставим задачу и будем вместе работать, можно продвинуть такие идеи. Смысл нашего евразийского пространства не в том, чтобы закрыться и сделать его более открытым сейчас, глобальным взаимодействием. Второе. Китайская инициатива «Один пояс, один путь» должна восприниматься как неотъемлемое продолжение потенциала ЕАЭС в части инфраструктуры и логистики. Мы знаем критику этой инициативы тоже и на то, что как она на нас влияет. Но мы знаем и другое, что мы сможем это контролировать и сделать выгодным для наших стран. Это даст нам колоссальный экономический эффект, будет способствовать достижению как внутренних, так и внешних целей нашего объединения. Учитывая выгодное географическое расположение, наши страны должны форсировать работу по проработке и реализации крупных совместных проектов. Мы имеем мощную базу в наших странах для этого. Необходимо продолжить работу по созданию благоприятных условий для трудящихся, сказал, выступая на заседании президент Сооронбай Жээнбеков.
Сегодня Евразес позиционируется как быстро растущее интеграционное объединение. Важно сохранить тенденцию роста. Для этих целей необходимо далее продвигать приоритетные направления Союза. Одним из направлений является реализация цифровой повестки. Мы уже имеем некоторые результаты. Необходимо далее создавать общие цифровые процессы для бизнеса и государственного сектора. Мы приветствуем совместные усилия государства и бизнеса с целью реализации цифровой повестки Союза до 2025 года. В рамках данного вектора развития текущий год в Кыргызской Республике объявлен мною годом развития регионов и цифровизации страны. Вторым направлением нашего Союза является формирование единого рынка трудовых ресурсов. Убежден, что подписание соглашения о пенсионном обеспечении станет большим шагом в достижении равноправия трудящихся Союза. Считаю необходимым продолжить работу по созданию благоприятных условий для трудящихся путем совершенствования правовой базы Союза. Кроме того, Сооронбай Жээнбеков выступает за усиление полномочий наднационального органа Союза – Евразийской экономической комиссии. Президент Кыргызстана отметил значительный разрыв между экономиками стран Союза. Такая тенденция может неблагоприятно повлиять на развитие ЕАЭС в целом, считает Сооронбай Жээнбеков. Не менее важным направлением является вопрос устранения препятствий на внутреннем рынке Евразес. Эффективность нашего Союза зависит от способности создавать равные конкурентные условия как между его членами, так и с третьими странами. Однако наблюдается рост количества барьеров и ограничений. В этом плане Кыргызская Республика выступает за системную работу по их устранению. Хотел бы остановиться на некоторых важных моментах нашего сотрудничества. В последнее время участились случаи высказывания критики в наш адрес сокрытия таможенных платежей. Мы заинтересованы в прозрачности и объективности проведения таможенного контроля на внешних границах Союза. Поэтому предлагаю провести тройной таможенный контроль с участием представителей заинтересованных сторон из числа стран-членов Евразес и Евразийской экономической комиссии. Итоги и выводы совместного контроля должны быть открытыми для широкой общественности. Такая процедура могла бы снять претензии одной страны другой стране. Мы это уже в 2017 году сделали вместе с Казахстаном. Мы тройную комиссию выставляли, и многие вопросы были тогда решены. Уважаемые главы государств, я неоднократно отмечал необходимость улучшения институциональной системы нашего объединения и повышения ее эффективности. Важно усиление полномочий комиссии как действия наднационального органа Союза. Хочу также обратить внимание на актуальный вопрос, связанный со значительным разрывом между экономиками государств-членов Евразес. Тенденция сохранения разрыва между странами Союза может неблагоприятно повлиять на развитие евразийской интеграции и в целом. Нам необходимо найти консенсусное решение по вопросу укрепления экономик и обеспечения их гармоничного развития и сближения. Предлагаю поручить комиссии провести анализ различных механизмов поддержки и развития стран с малыми экономиками и подготовить конкретные предложения для внедрения подобного механизма в нашем Союзе. Кроме этого, уже сегодня мы формируем общий электроэнергетический рынок. Появление новых сфер регулирования требует эффективного управления, соответственно, создания новых органов Союза. Предлагаю рассмотреть целесообразное создание органов по регулированию общего электроэнергетического рынка. Учитывая свой электроэнергетический потенциал, Кыргызская Республика готова разместить у себя подобный орган. В рамках заседания были рассмотрены вопросы дальнейшего развития интеграционных процессов, реализации цифровой повестки, основные направления международной деятельности Союза, заключение торговых договоров ЕАЭС с третьими странами. Главы государств обсудили основные ориентиры макроэкономической политики ЕАЭС на 2019-2020 годы.
Вместе с тем на саммите состоялось подписание нескольких международных договоров, которые урегулируют вопросы, связанные с формированием общего электроэнергетического рынка, механизмами прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, а также протокол о внесении изменений в договор о ЕАЭС и договор о таможенном кодексе. Всего лидеры стран Евразийского экономического союза обсудили и приняли порядка 20 документов, а основным из них является совместное заявление членов Высшего Евразийского экономического совета по случаю 5-летия подписания договора о ЕАЭС. На этом юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета завершилось. Нургуль Саматова, Бактурсун Душенбеков, Алато 24.